быстро повзрослели. Выпускники второй школы Магаса еще не успели покинуть стены образовательного учреждения, но уже скучают по своей альма-матер. Все, кто покидает школьную скамью и отправляется во взрослую жизнь, сегодня нарядные и красивые. Выпускников не спутать. Их отличительная черта в этот день – золотая лента, надпись на которой говорит сама за себя. Стены школы сегодня покидают 22 выпускника. Вы видите, что в последние годы в республике делается очень много для того, чтобы ваши условия развития значительно менялись к лучшему. Вот эта прекрасная школа, которая немногим более 3 лет, даже поменьше, чем 3 года, была построена в 2020 году. Прекрасно. Вот вы знаете, мне остается только завидовать доброй завистью тем условиям, в которых вам приходилось учиться и приходится учиться. Вы проделали очень большой путь, ребята, 11 лет, наверное, для вас это какой-то миг, с одной стороны. С другой стороны, каждый из этих дней, прожитых в школах, сначала в одной, потом в этой, запомнится вам на очень долго. Вы очень много уже сделали в своей жизни. И сейчас для вас остался последний рывок, последний шаг – это выпускные экзамены. Я искренне желаю вам пройти этот путь достойно, получить заслуженные оценки и влиться в ряды тех людей, которые строят новую республику, которые строят новую Россию. Хочу искренне пожелать вам успехов в экзаменах, пожелать вам всем крепкого здоровья, вашим родителям терпения, ну а педагогам удовлетворения от той работы, которую они в качестве ваших учителей, в качестве ваших воспитателей проводили все эти годы. Удачи, успехов, в добрый путь. Вторая школа Магаса открыла свои двери для учащихся несколько лет назад, и сегодняшние выпускники первые для школы. И поэтому день волнителен не только для учащихся, но и учителей. Слова поздравления звучат от директора и классного руководителя, провожают выпускников в добрый путь. Этот выпуск мы никогда не забудем, как все, что в жизни случается впервые. Дорогие ребята, я вам желаю, самое главное, не забывайте, что вы выпускники второй школы. Будьте достойными ваших родителей, будьте достойными ваших педагогов, будьте достойными вашей республики, будьте достойными вашей страны. Пусть приобретенные знания станут крепким фундаментом для будущих свершений. Пусть впереди вас ждет все только хорошее, доброе и радостное. Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем марафоне со всеми уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. У самих выпускников сегодня смешанные чувства. С одной стороны радость, что они наконец окончили школу и вступают во взрослую жизнь, с другой же грусть, ведь за школьную скамью они больше не сядут. 3 года, находясь в этой школе, я наполнилась просто незабываемой энергией, незабываемыми эмоциями, в том числе от учителей, конечно же, в первую очередь, которые вложили в нас неоценимый вклад знаний, от своих одноклассников, с которыми, я надеюсь, обязательно буду поддерживать близкие отношения, которые у меня были здесь. За спиной 11 лет тяжелой работы, незабываемых эмоций, которые останутся со мной на всю жизнь. Мы понимаем, что это расставание с классным руководителем, с моими одноклассниками, но и шаг во взрослую жизнь. Я надеюсь, что я получу очень хорошие баллы за ЕГЭ и поступлю в лучший университет, мой любимый, который я хочу в Москве, и буду продолжать развиваться в области физики и математики. Учащиеся школы, которым предстоит провести здесь еще не 1 год, подготовили для выпускников танцевальные номера и выступления. А самые маленькие первоклашки прочитали для старших товарищей усердно выученные стишки. Ждем нас сильных и умелых, вас чистых помыслов и смелых, надежды школы и семьи, вы золотой запас страны. Впереди их ждет итоговая аттестация. Уже 26 мая выпускникам школ республики предстоит сдать ЕГЭ. Многие уже определились с вузами, в которые они хотят поступить. Самое главное – успешно сдать экзамен. Муслим Ганиев, Джамалей Костоев, Новости 24.